повтор старта, который был дан в 98 году в городе Нагано. Павел Ильич, вы в каком ряду здесь? В первом ряду, Павел Ильич. Мы стартовали сборная команда России по 3 номерам. Я стрелял на первом этапе из 5 из 6. К сожалению, нас немножко тогда подвела погода, и лыжи немножко ехали не так, как бы хотелось, но мы выступили достойно и были в тройке. Что может быть важнее Олимпиады в жизни человека? Жизнь. Меня зовут Егор, я студент первого курса, и у меня вопрос к Эдуарду Латыпову. Почему вы выбрали именно биатлон и как вы пришли именно к этому виду спорта? Где-то ближе к 9 классу определился именно с лыжными гонками. И на тот момент проходили соревнования Кубка мира, и Максим Чудов был таким вдохновителем для меня, потому что мы после каждых соревнований бежали к телевизору, смотрели Кубки мира, кто как выступает, и я тогда загорелся мечтой, что именно хочу стать биатлонистом. И вот в 10 классе я приехал на просмотровый сбор, и меня успешно приняли. Ну, в первую очередь, биатлон – это стрельба и бег на лыжах, скажем так. Вот у нас два спортсмена, вот Максим Чудов и Эдуард Латыпов, они очень сильно бегают по трассе. Чувство лыж, вот это чувство лыж, как правильно ставить лыжу, не кантовать, вот это чувство снега, вот у них это очень сильно развито. Ну вот Виктор Анатольевич до этого сказал, цель спортсмена Олимпийских игр. На самом деле я вспоминаю себя, когда пришел, я просто начал заниматься лыжами, либо потом в биатлон. У меня не было цели олимпийских медалей. Я занимался, потому что мне нравится. Я кайфовал. И я вот всем сейчас говорю, родителям, кто через палку заставляет своих детей каким-то видом спорта заниматься. Человек должен заниматься любимым делом, так же, как и работать. Меня зовут Павлина Елизавета Владиславовна, я студентка первого курса. Эдуард, перед тем, как я задам свой вопрос, я хочу сказать, что искренне восхищаюсь и горжусь вами. Когда я увидела этот отрывок, когда вы заняли 3 место, я думала, у меня сейчас сердце выпрыгнет. Итак, вот мой вопрос. Что вы чувствовали, когда взошли на пьедестал почета и когда вы узнали свои результаты? Скажите, если не секрет. Настолько было все такая буря эмоций, что там как американские горки, вот так вот все. И это меня еще, наверное, может быть, день-два не отпускало в этот момент. Я хочу пожелать вам удачи в дальнейшем. Продолжайте побеждать и радовать ваших поклонников. Мы очень горды тем, что сегодня в этом зале 3 человека, которые с гордостью, с большим почетом носят звание призера Олимпийских игр, и 1 человек, как сказали, мастера, да, который готовит. Я к вашим словам, что от учителя физкультуры, да как от любого учителя, зависит очень много. И вот есть те люди, которым благодарны наши великие спортсмены, которые действительно разглядели у них этот талант и которые поставили, ну, в данном случае, на лыжи. И я предлагаю вот сейчас поаплодировать действительно всем тем, кого каждый из нас может назвать учителем, а будущим учителям, дай Бог, чтобы вам также аплодировали ваши достойные. Просим уважаемого ректора Акмолинского университета Салавата Талгатовича и Максима Александровича Чудова подписать соглашение о сотрудничестве между Федерацией лыжных гонок и биатлона Республики Башкортостан и Акмолинским университетом. Мы очень надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным и позволит подготовить новое поколение спортсменов, которыми будет гордиться республика.